этот мир каждый приходит со своим лицом. И почти у каждого есть выбор между добром и злом, жестокостью и милосердием, красотой и безобразием. Этот выбор определяет и нашу человеческую судьбу. Одни проживают ее в суете и погоне за хлебом насущным и не замечают прожитых лет. Другие занимаются любимым делом, творят и получают удовольствие. Однако таких людей не так уж и много, и потому они нам крайне интересны. Любовь моя, где ты не плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу, голубка. Мы находимся в необычном Сухумском дворике. Здесь растет так много тропических растений, но не это привлекло нас сюда. Здесь живет художник Зураб Петрович Тужба, человек, который пишет художественные работы в разных техниках. Он пишет афорты, он делает чеканные работы, он великолепный каменщик. Итак, знакомьтесь, Зураб Петрович Тужба. В атриуме, маленьком внутреннем дворике этого дома, иногда бывает шумно и людно. Здесь собираются друзья и близкие, гости и просто отдыхающие. Произносятся тосты и дружеские пожелания. Вспоминается былая старина, и не мудрено, ведь хозяину дома исполняется 70 лет. 70 лет труда и созидания. Что я отметила и что мне стало близко, почему именно этот человек, это просто нескончаемый поток фантазии. Нескончаемый поток фантазии. То есть в любое дело, за которое он берется, он просчитывает, он чертит, он готовится, но потом это может все равно в такую импровизацию вылиться, которая вот именно та, которая нужна. То есть он чувствует абсолютно материал, чувствует пространство, особенно он чувствует пространство. Ну и упорный человек, вот просто упорный. Если он что-то задумал, его свернуть с пути это очень сложно. Ну вот поэтому, наверное, мы вместе уже 18 лет идем, и нам интересно вдвоем. В рамках где-то 12-13 лет, промежутки вот в этом временном, 50 каминов по Абхазии мы с ним построили, 50. В промежутках это еще были и период был у нас разных деревянных конструкций, беседки разные, были какие-то барбекю были, то есть это кроме вот этого всего, то есть вот порядка 50 каминов были построены. То есть стольким семьям он раздал тепло в дом. Тепло и уют в дом. Вот последние его работы, он так как-то, видимо, столько в них вложил, что как-то очень мощно и для меня даже совершенно неожиданно закруглил вот какой-то период. Сейчас, если будет здоровье, он, конечно, полон сил, полон фантазии, желания, лишь бы были силы, лишь бы было здоровье, лишь бы его радовали его дети, время и окружающая среда, все вместе. Это дает настроение. Зураб Петрович Тужба является автором памятника, посвященного репрессированным в 1937 году жителям Абхазии.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Вот эти три камня, которые вы видите как блины, их толщина где-то в районе 25 сантиметров. Они с одной речки, которая впадает в Галицгу, в верховье Галицги, в районе подъезда к Кварчелу. Называется речка Гиджирка. Очень богатая речка, там есть зеленого расцвета камни, которые или очень родственные, или приближаются к нефриту. Видимо, из этих пород. Вот. Эти остальные камни, в основном, я набирал. Я вообще обошел сбор этих камней, начиная с Галицги, кончая Псову. Но вот Белая речка вообще не подошла для моей цели, потому что там один известняк. Все, других камней там нету. Наши, этот самый, Келасури, хорошие камни, там очень много гранита там и так далее. Кодор шикарный, там другого сорта камни, очень ценные, очень красивые камни, чисто так, с художественной точки зрения. А вот по драгоценным камням самая лучшая Галицга. Это у меня не брус такой, здесь толщина этого бруса 20 сантиметров на 20 сантиметров. Вот это вот толщина. Это все из набранных досок. Я их приклеил друг к другу, потом отрубил все, что ненужное, убрал, и потом тонировал, конечно. Это заказывал у наших мастеров. Это голова барашки. И вот эти вот вещи, которые должны быть рядом с камином, это дровник, это инструменты. И вот в комплексе создал вот такой вот камин. Там еще задняя часть? Сзади камина, задняя часть камина, она в форме водопада. Здесь огнеупорных кирпичей ушло 800 штук. Да. Но самое тяжелое было вот с этими камнями, но справился. И он такой, мне попросили сделать такой мощный камин. Вот я его попытался сделать. И он меня не подвел. Когда привезли мебель, тоже достаточно мощную, он не стушевался. Он как был хозяином вот этого помещения, он и сегодня хозяйничает. Вот так. Я и к камням также отношусь. Вот просто валун. Я кое-какие вещи делал, но я никогда в жизни, вот не подходит камень, я его никогда не ломаю. Молоток, я не убиваю камень. Я его откладываю, нахожу другой камень и вставляю туда, куда надо. И буквально вот настолько общался с этими камнями, я мог утром встать, посмотреть на камни, определить, что вот это туда пойдет, это туда, это туда, это туда. Целый день работаю, уже темно, закончил работу. На следующий день утром я встаю, выхожу уже с свежим глазом, но глаз тоже устает. Хочу подойти и посмотреть, насколько я правильно все положил. Буквально каждый на своем месте, ни к чему не мог придраться. Вот такие вещи были. Настолько они меня поняли, и я их понял. Камни. Да, с ними надо как с людьми разговаривать. Ну, это очень важно. То же самое и любой материал, дерево, металл, чтобы не было. Потому что мертвых вещей нету. Все они наполнены какой-то информацией, они имеют свою сущность. Они живые.
Aimé mucho. Я между деревьями подсмотрел, здесь была раньше роща мимозовая. Сквозь эту рощу я заметил, что вот напротив меня горизонт моря. Потом мне пришла в голову мысль, что эту рощу надо немножко убрать, чтобы открылся вид. Хозяйка против не было. Мы эту рощу убрали, и открылся нам вот такой красивый вид. Потом я решил, что вот на этом как бы месте я хотел произвести эффект обрыва какого-то, чтобы ничего спереди не мешало, вот открывался вид. И сделал маленький балкончик и соединил это вот с этим вот, с базовой частью. Потом сделал каминчик, а потом сделал крышу, и тихо-тихо вот так получился у меня маленький такой уютный домик. На одного, на два человека. И если каждый человек, как эстет, подойдет к своему хозяйству, то наш город и наша страна будет еще краше, еще лучше. Если там, где надо забить гвоздик, надо его забить. Там, где надо забор починить, надо его чинить. Если даже покрасить то место, где ты находишься, это уже эстетика. А вот запущенность, расхлябанность, и, не знаю, плевательское отношение, или отношение, вот я сегодня здесь покушал, выпил, поспал, и Бог его знает дальше как будет. Это не хозяйственно, во-первых. А мы должны чувствовать себя хозяевами. Причем не просто хозяевами, а хозяевами со вкусом художественным, потому что мы в таком месте живем. Природа нам дала столько красоты, что мы бесхозяйственными и безвкусными не имеем права быть. Если этого нет у человека, тогда можно подойти к художникам, скульпторам, к архитекторам. Любой подскажет, как лучше, как красивее. А не то, что вот строить там огромные дома с огромными бетонными какими-то вещами. Этого мало для Абхазии. Абхазия нуждается в том, чтобы не испортить эту природную красоту. В самом начале своего творческого пути Зураб Петрович начинал с чеканных работ. Это большой трудоемкий процесс. Подтверждением служит монументальная работа в дегустационном зале завода в селе Алахадзе. Это металл, медь на деревянной базе. Снизу, значит, обращение к Богу. Благослови нас Господь. Дальше идет виноградная лоза, листья винограда, две руки, вдали хребет наших Абхазских гор и солнце. В целом, я думаю, что я поймал самое главное. То есть я мог эту надпись сделать где-то наверху, но я обращение пускаю по вертикали снизу вверх, а как образ высших сил и образ Господа Бога. А руки – это руки труженика. Это знак, это наш фамильный знак самой нижней точки. Вот это мне хозяин этого завода попросил сделать табличку, и я здесь написал: в трудах благословенных Господь наш. То есть Бог находится с теми, кто трудится. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore. Органист. Это трубы органа, это звуки, это сам органист, его ноги, на переднем плане руки и клавиши.
Вот так делается чеканка. Ну, конечно, предварительно делаю наброски на бумаге. Потом перевожу карандашом на санметалл. Потом выдавливаю вот таким инструментом. Это тоже забавная чеканка. Одна из моих старых чеканок. Вот. Это на пальце у человека. На ниточке жучок висит, паучок. И он вот так вот с одной рукой держится за голову, другой смотрит на этого паучка и в раздумье о чудесах этого мира. Вот такой думающий старичок у меня. Среди зелени двора в лицо бросается красный стул. И он оказался с историей. Был обретен мастером на мусорной свалке, отреставрирован и получил вторую жизнь. Этот старый стул из ресторана «Сан-Ремо». Столы, стулья, реставрационные вопросы, допустим, старинный шкаф или что-то восстанавливали, тогда и Гала мне помогала. А вот это кресло, выкинутое кресло было Самрой. Я его обшил, обтянул и сделал себе подобающее для себя, потому что рабочее место тоже должно быть уважаемым. Не на каком-нибудь стульчике неудобного, а здесь вот удобно, мягко. Вот. Иной раз в перерыве я приглашаю свою супругу, она варит кофе, и мы с ней здесь пьем кофе. Это мой вдохновитель, моя супруга. Она меня вдохновляет на подвиги постоянно. А я пытаюсь осуществить их. Ну, где-то барельеф хочу сделать во дворе. Там у меня маленький бассейнчик. Если отлить его из гипса, и три вот таких лица хочу на бассейн прилепить. А вот это совершенно другая техника. Это афорт официально. То есть два валика, специальная бумага идет, специальные краски. И берется, ну это фактически типографический вариант. Работа идет хорошо, когда ты вот так подходишь. Самое интересное. То ли ты сам настраиваешься по ходу. Ну, в общем, я считаю, что такой подход правильный. И люди чувствуют, когда закончишь какую-то работу, допустим, заказ, вот они чувствуют, что какое-то тепло есть, что-то, какой-то уют. Они ощущают некоторые даже. То есть не пропадает зря это все. Она имеет дальше свои волны. Когда долго трудишься, хочешь, не хочешь, все равно, даже если совершенно бездушных людей нету, все равно что-то перетекает в картину. А человек, который сопереживает свои образы в картине, это и удваивается. И вся эта энергия перетекает в картину. И те, которые хорошо чувствуют эти тонкие вибрации, они перетекают к ним. И вот так передается доброе намерение, передается, люди выходят с добрыми чувствами. Если ты хочешь выразить зло и ненависть или что-то, то же самое он выходит с такими негативными вещами. Даже удивительно, насколько спокойный, открытый, чистый человек, насколько он глубокий внутри, насколько он ищущий умом и чувствующий мир, и чувствующий людей, просто удивительно. И то, что он теперь
называет нас друзьями, но это просто незаслуженное счастье никак. Люди сегодня закрытые, а он очень искренний. Искренний человек, думающий, вот еще что. То есть вот те беседы, которые мы ведем постоянно, вот он все повторяет, что это он у нас учится, но я очень внимательно слушаю, и я как раз учусь, вот, ну, в каком-то смысле учусь, что, то есть я прям думаю, так, вот это надо запомнить, вот над этим надо подумать. Вот многие люди в нашей жизни есть, про которых мы можем сказать, что они нас заставляют думать. Но вот в моей жизни, честно говоря, немного. Иногда в этом уютном дворе слышны детские голоса. Сюда из дальних зарубежных стран приезжают дети, 2 дочери и 2 внуков Зураба Петровича. И тогда полнота жизни проникает во все уголки этого уютного дома. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Египет, Индия и Ангкор. Вот эта часть. Я это все объединяю в свободной такой композиции, которая ни к чему не обязывает и в то же время смотрится, ну, должна смотреться интересно. Просто вот детишки будут отдыхать, подойдут, вот, посмотрят, потрогают. Я сверху потом еще лаком не раскрываю, чтобы, ну, мелок не осыпался. И вот так. А откуда вот эти мотивы у вас, Зураб Петрович? Что-то с книг беру, что-то по памяти, что-то сам добавляю. То есть здесь тоже такого жесткой композиции как таковой нет. Я просто вот сделал разбивку, и вот внутри, и мне нравится соотношение здесь, сколько живописи, столько и даже больше чуть-чуть графики. А потом фломастером я добавляю вот эти вот мелкие детали, скажем, вот всякие, вот мелкие. Сам сочиняю, потому что там, ну, особо никаких жестких правил нету. Вот захотелось мне, скажем, вот здесь сделать что-то, там 3 точки поставить. Я ставлю, захочу что-то добавить, добавляю. Вот такие мелкие детали, которые, ну, это же декоративная в целом вещь. Согласитесь, талантливый человек талантлив во всем. Давайте же пожелаем нашему художнику долгих лет жизни и еще много творческих работ.